голосования. Из них 44 образованы за рубежом. 281 участок образован в больницах, санаториях и профилакториях и 52 участка на территории воинских частей. Общая тенденция участков – уменьшение. Почему? Потому что идет сокращение участков, образованных в сельской местности. В городах идет некоторый рост количества избирательных участков. Итак, указанная избирательная комиссия отчетность дается по всем, за исключением тех, которые образованы за рубежом, в свой порядок образования, представлены сведения о выдвижении представителей в состав участковых комиссий. Вчера был последний день для выдвижения. В течение 3 дней исполнительные комитеты и местные администрации должны принять решение об образовании участковых избирательных комиссий. Итак, 6346 комиссий выдвинуто 83 960 человек. Из них 34 825 или 41,5% это представители, выдвинутые гражданами в подаче заявлений. А трудовых коллективов 19,4% или 16 293 человека. И от общественных объединений, включая политические партии, выдвинуто 32 842 человека или 39,1%. Если говорить об активности, поскольку прежде всего интересуют, конечно же, политические партии, то более всего представителей выдвинула Коммунистическая партия Беларуси 700 человек. То есть на втором месте находится Объединенная гражданская партия 505 человек представителей. Ну и на третьем месте Республиканская партия труда и справедливости 468. Самое поразительное, что огромную активность проявила партия социально-спортивная. 420 представителей выдвинуты именно от указанной партии. Все они выдвинуты в городе Минске, участковой избирательной комиссии. Что же касается от общественных объединений, то выдвинуто от общественных объединений 29 969 человек. И на первом месте по активности, как обычно, находятся профсоюзы. 10 072 человека. На втором месте объединение «Белая Русь» 4311. Ну и на третьем по активности Белорусский союз женщин 4237 человек выдвинуты от этого общественного объединения. Вот таковы наши новости, которые